Народное творчество выражается в самых разных направлениях. В национальном танце его открывают юные воспитанники ДК Нового Реданта. В числе зрителей – люди, которые посвятили свою жизнь сохранению и популяризации народной культуры. Всех в зале собрал республиканский семинар-практикум на тему народного творчества. Приурочили его к 30-летию республики. Культурное наследие, оно и подразумевает и вокальное искусство, хореографическое, теперь театральное и народные промыслы. Мы должны вернуть и красоту своего ингушского танца, неповторимую красоту ингушской песни. Ну а устное народное творчество, оно всегда было. Через стихи, песни и творческие сценки школьники призывают и к сохранению нашего литературного языка, нематериального наследия народа. Так, знаменитая ингушская сказка Герихана Гагиева «Хоза Моза» о красавице Мухе, злобном пауке, храбром муравье дарит зрителям веселое настроение. Цель семинара – показать самобытность нашей культуры через народное творчество, в первую очередь подрастающему поколению. К примеру, ребят заинтересовал мастер-класс от именитого скульптора Юсупа Цурова по обработке картины. Более того, в холле представлены работы мастера и его воспитанников. По словам скульптора, башенные комплексы в миниатюре вызывают большой спрос у туристов. Востребованность, я вам скажу, огромная. Огромная востребованность. Буквально это, как говорится, к слову сказано будет. Вчера мне позвонили, говорит, много туристов приехало, и каждый хочет увезти нашу историю башни. Свои умения скульптор передает и ученикам в этом ДК. На изготовку одной из таких скульптур у Айшат Тамбиевой уходит 2 дня. Занятие скульптурой юная воспитанница совмещает с ингушскими танцами, вокалом и театральным кружком. Скульптура – это работа очень сложная. Там нужно иметь очень хорошие руки, должно уметь рисовать, раскрашивать башни, смешивать разные цвета. Популяризировать наши народные промыслы и за пределами республики. Такую задачу в последнее время ставят перед собой власти региона. Еще одна цель – приобщить к ним и молодежь Ингушетии. Этим активно занимается и Республиканский дом народного творчества. В традициях и обычаях неприходящие ценности – это эстетическое, этическое, гражданско-патриотическое воспитание подрастающей молодежи. И чем больше наша учащаяся молодежь обратит на это внимание, проявит интерес, и мы, как педагоги, их будем приобщать, то, естественно, мы сохраним свое наследие хотя бы из того, что сегодня еще как-то осталось. К слову, этот год указом президента объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Ну а работники ДК, домов народного творчества и мастера намерены приложить еще больше усилий по сохранению, популяризации народного творчества, благодаря национальным танцам, пению и декоративно-прикладному искусству. Дана Плеева, Магомед Дидигов, Новости 24.